Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камрате и Кишиневе 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Сергеев. Сегодня среда, 26 июля, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Фейсбуке, тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким, пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Сегодня у нас в гостях Анатол Шалару, экс-министр обороны Республики Молдова. С ним мы поговорим о шпионском скандале, разгоревшемся в Молдове из-за антенн на крыше посольства Российской Федерации. Во второй части выпуска мы поговорим с депутатом парламента Уазом Антой о нарративе депутатов Народного собрания Гагаузии и попытках ставить перед Кишиневым ультиматум. В третьей части выпуска у нас будет Дмитро Левус, политический комментатор из Киева. С ним мы поговорим о попытках Лукашенко запугать Польшу Вагнером и почему Украина не получает необходимое вооружение. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить с бывшим министром обороны Анатолом Шалару о скандале, который уже вылился фактически и в дипломатический скандал или этот кризис между Россией и Республикой Молдова. Но вчера в молдавской прессе появилась публикация о том, что антенны, которые есть или установлены на крыше посольства Российской Федерации, на самом деле являются оборудованием для прослушки и слежки за государственными чиновниками Республики Молдова, за государственными органами Республики Молдова. Вот об этом я предлагаю поговорить с нашим следующим гостем и вообще, что с этим делать дальше. Господин Шалару, приветствую вас. Добрый вечер. Вот я так понимаю, что для вас это вообще не новость, да, о том, что оборудование, которое установлено на крыше посольства Российской Федерации, как бы используется для шпионажа, по большому счету, да. Но в этом случае интересен следующий вопрос: какова степень вообще проникновения российских спецслужб вообще как бы в Республике Молдова и насколько они слушают или прослушивают государственные органы, ну, с вашей точки зрения? Может, у вас есть какая-то информация? Ну, на протяжении многих лет разговоры были, знающие люди знали, что центр вот этой зоны, южной зоны Европы, центр шпионажа, контршпионажа российского находился в Кишиневе, в посольстве России, потому что в Румынии там правительство НАТО и Евросоюза, Болгария то же самое, другие страны тоже. А в Кишиневе российская служба, она всегда вела себя как дома. И наше правительство до сих пор всегда хотели просто дружить с Россией и не нажимать на слабые точки в наших отношениях. И поэтому все знали, что Молдова напичкана агентами ФСБ и службы внешней разведки. Потому что если все, которых знают наши службы, выдворять из Кишинева, многие рестораны просто обанкротятся. Рестораны, где они собираются, где они встречаются, где они приглашают других. Очень многие компании здесь обанкротятся, потому что они существуют на деньги российских служб, являются такими перевалочными пунктами. И то, что там могут быть несколько антенн там, для разных своих своей деятельности, этого я допускаю. Но то, что так много, больше, чем в Брюсселе антенн, то это недопустимо. Это просто недопустимо, потому что люди не живут там, в этом посольстве. И там они могут сказать, что каждый вот купил себе антенну для того, чтобы ловить российские каналы. Но это ложь с их стороны. И поэтому мы все знаем, мы все ждали, что наступит такой момент, когда уже здесь взорвется. Или когда наше политическое руководство наберется храбростью и скажет: все, хватит. Больше мы не будем терпеть вот этот беспредел со стороны России. И вот этот момент наступил.
Хорошо, а вы как считаете, это потому что мы видели аналогичную акцию, ну, я говорю про высылку российских дипломатов, да, то есть приведение там в соответствие паритет, насколько я понимаю, да, то есть как бы сколько там, столько и у нас. И в Румыния, Бухарест сделала то же самое до этого. Это, и тут, я так понимаю, последовала критика в адрес руководства Республики Молдова с правого фланга, да, что как бы надо быть смелее и так далее и тому подобное. Вы думаете, это как бы ответ для того, чтобы, ну, соответствовать ожиданиям, или там уже, в принципе, ситуация достигла момента, когда уже нельзя терпеть дальше? И то, и другое. Потому что наше правительство должно принимать очень болезненные решения и уйти из этих организаций, которые работают под эгидой России. И в том числе и в отношении этих дипломатов в штатском, одетых в штатском, и этого технического персонала, который тоже одеты в штатском. Но на самом деле у них даже тещи, они работают на ФСБ. Так что их очень много здесь. Они даже коты, я бы сказал. Да. Даже коты работают, да, на ФСБ. У них все работают на ФСБ. Так что я не строю таких иллюзий, что кто-то уйдет невиновным, уедет из Молдовы. Нет таких. Они все проходят фильтрацию и все получают задания, когда здесь находятся на такую службу, на такую работу. В том числе и родственники, да? В том числе и родственники, я так понимаю. В том числе и родственники, без никаких там проблем. Но в то же самое время Республика Молдова сильно хочет вступить в ЕС. Для того, чтобы вступить в Европейский Союз, мы должны прервать наши такие очень близкие отношения со страной-агрессором. Россия сейчас является страной-агрессором. Она напала на Украину, она не скрывает, что хотела напасть на Молдову, она напала и на другие страны, и этого не скрывает. И для того, чтобы мы все это поставили точку над этими токсическими отношениями, они должны были получить и гарантии от Евросоюза и от НАТО, что они станут на нашу защиту. Поэтому Республика Молдова, если вы вспомните прошлый год, наша власть, она вела себя отвратительно. Она показала себя с наихудшей стороны, и она была очень трусливой в отношении с Россией. И в отношении войной, которую навязала Россия Украине. Вы имеете в виду реакцию и отсутствие четкого осуждения или что? И не только они сказали, что мы как нейтральная страна, мы не вмешиваемся. Я хочу напомнить вам тот случай, когда они не пропустили через территорию Молдовы транспорт с бронежилетами, который не является летальным оружием. Они не пропустили, потому что мы нейтральная страна. Было много глупостей, которые совершили, но сейчас они поняли, что лучше принять непопулярные меры, жесткие меры в этом отношении и сблизиться с Евросоюзом и получить какие-то гарантии, чем остаться другом России и через год проснуться, что ты уже оккупирован российской армией. Ну хорошо, извините, а что непопулярного? То есть как бы те, кто против этого решения, они все равно голосуют за Шора и за социалистов, да? То есть как бы те, которые поддерживают. Я просто не понимаю, что непопулярного здесь. Или есть и среди сторонников ПАС те, которые считают, что это не совсем правильно? Нет, не среди сторонников ПАС. Но есть у нас люди, которые не нейтральные, но и они хотят жить хорошо и с Россией, и с Европой. Они еще не приняли решение, они такие, знаете, на румынском языке слово миоритик, миорица, они такие, ни вам и ни нам. Лучше, и вашим, и нашим, да? Вашим и нашим, и лучше дружить со всеми. Но в данном случае дружить с бандитом, с убийцем, это не приносит нам никакую пользу. И поэтому Республика Молдова решила, я думаю, не то что думаю, я уверен, что за этим последуют и другие действия со стороны наших властей. Потому что мы являемся еще членами СНГ. Мы еще не вышли из СНГ. Но СНГ является организацией, которую создала Россия для продвижения своих интересов. И поэтому мы не можем там остаться. Из многих причин. Одной из них это война, которую Россия начала против всего мира. Второе это наше желание вступить в Европейский Союз.
мы не можем там быть. Мы должны выбирать или-или. И поэтому я думаю, что все эти соглашения двусторонние, которые подписало Министерство внутренних дел, Служба информации безопасности с соответственными органами из России, они все будут аннулированы в скором будущем, я думаю. Они выйдут из этих двусторонних соглашений, потому что недопустимо, чтобы Республика Молдова, вот наши службы, передавали информацию соответствующим службам России. Типа в рамках обмена, да, какого-то В рамках обмена, и это существует, и это работает до сих пор. Хорошо, а вот лишит ли это возможность, вот этот вот шаг со стороны Министерства иностранных дел и европейской интеграции, высылка дипломатов до 15 августа, кажется, они должны покинуть Республику Молдова, да? То есть, лишит ли это возможности Российской Федерации шпионить на территории Республики Молдова? Ну, полностью нет, но осложняет немножко жизнь, потому что кураторы уходят, а вот эти службы, вот эти щупальца, они остаются. Агентура остается, да? Агентура вся, она остается, и поэтому, если их выгнать из Молдовы, то опустеет город Кишинев и несколько других городов. Поэтому нужно их отрезать от пупка этого российского, и некоторых надо арестовать, и чтобы всем было уроком. Хорошо, а вы как... Да-да, я вас перебил. Не-не, Я имею в виду, я что хотел вас спросить. Вот какие дальнейшие шаги? Вы говорите, дальше последуют следующие шаги. Во всяком случае, мне так послышалось. Вот, допустим, какие шаги вы ожидаете дальше? Возможность вышлют еще дипломатов или уже будут искать среди агентуры какие-то действия будут предпринимать? Ну, я думаю, что если Россия вышлет дипломатов из Молдовы, то наше Министерство иностранных дел должно отрегулировать это и выслать еще нескольких дипломатов для сохранения вот этого паритета. Потому что Мария Захарова, она применила свое оружие атомное, она сказала, что эти действия не останутся без ответа. Это 99% всех заявлений Марии Захаровой, это заключительная фраза. Но это означает, что вы считаете, что Россия может как ответный шаг пойти на то, чтобы выслать молдавских дипломатов из России, правильно? Может выслать некоторых дипломатов, может отозвать своего посла, или Россия может еще раз запретить что-то молдавское. Ну, это, ну окей, яблоки, по-моему, уже, потому что наш торговый партнер Республики Молдова, и даже если говорить о региональном ВВП Гагаузии, как бы уже даже Гагаузия, в основном все товары из Гагаузии идут на рынок Европейского Союза, а не говоря о Республике Молдова в целом, основной торговый партнер. Что еще может делать Россия, с вашей точки зрения? Ну, они могут обидеться и отзывать свою армию с Приднестровья. Ну это да, мы не обидимся, да. Мы не обидимся. По поводу Гагаузии, как вы думаете, что будет дальше? Попытка эскалировать здесь? Использовать Гагаузию каким-то образом, или вы не видите такой возможности? Ну, они для этого и вложили столько денег в выборы в Гагаузии, чтобы использовать Гагаузию против центральной власти Молдовы. Но не зря ваши сказали, что там европейское будущее Республики Молдова зависит от Гагаузии. Да, и Гагаузия является якорем. Ну, якорем перемен, да? Может быть, ускорителем, тогда я согласился бы. А якорем, ну, видно, что дали бумагу, она прочитала и сильно потерялась. У нас тоже был случай, вот бывший премьер-министр Гаврилица, когда она читала там доклад на какое-то открытие в Кишиневе, она прочитала: уважаемая госпожа премьер-министр. Ну, она была премьер-министром, она читала с бумаги. Это бывают такие случаи, что люди случайно попадают на такие должности, и потом они теряются. Ну, скажем так, это оборудование, оно является собственностью Российской Федерации, поскольку на здании посольства Российской Федерации. Потому что из того, что я читал, там, как вы правильно сказали, даже в Брюсселе такого оборудования нету, но аналогичное оборудование есть в разных странах, что свидетельствует, по мнению авторов расследования, о том, что там находится какой-то координационный центр, который позволяет удаленно управлять какими-то
процессами. И они, кстати, обращают внимание на то, что в день саммита Европейского политического сообщества и в день выборов в Гагаузии какой-то сотрудник там что-то настраивал, какую-то антенну. Вот это оборудование Республика Молдова может потребовать убрать или демонтировать? Я думаю, что Республика Молдова может добиться того, чтобы это оборудование убрали оттуда. Потому что это вопиющий факт. Но проблема в том, что об этом проинформировали другие люди, не наши службы безопасности, у которых такого оборудования нет. К сожалению, мы должны признавать, что намного отстали от современных технологий наших. Пытаются догнать, но не успешно пока. И они могут это убрать. И то, что там находится этот центр, и что его уже проявили, что народ об этом узнал, ну, они, конечно, могут оставить антенны так для видимости, но они, наверное, свергнут работу этого центра. Но это говорит о том, что Республика Молдова является очень важным звеном в этой цепочке интересов России. Потому что то, что происходит здесь, для них это очень важно. И именно война в Украине и соседство с НАТО, это для них дестабилизировать положение в Республике Молдова, для них является преимуществом в этом регионе. И поэтому я смотрю, что они вложили много денег у вас, они попытаются еще раскрутить этого вашего башкана, они попытаются помочь, они попытаются дискредитировать власть, хотя для этого много не нужно, для того, что они сами себя дискредитируют в некоторых случаях. Они будут поддерживать из Кишинева, центральные власти. Да. Они сейчас попробуют поддержать кандидатов в мэра Кишинева и в других больших городах, поддерживать их. И многие другие. Но сейчас российская власть, она находится в поисках контркандидата для Майи Санду. Они знают, что Дадон это проигрышная партия, что Дадон не сможет победить на следующие выборы, и они ищут такого проевропейского, не пророссийского, не явного пророссийского кандидата, который смог бы собрать голоса у всех. Они уже поняли, что с Дадоном не все так просто. Хоть он ездил 60 раз в Москву, пока он был президентом, это ему не помогло. Хорошо, а вот в этом контексте по поводу Ирины Влах, как вы оцениваете ее шансы? Как контркандидата Майи Санду? Да, они пытаются ее раскрутить. Но пока еще больших шансов не вижу у нее, но всякое бывает у нас. Если Шор смог стать очень популярным политиком и набрать столько голосов для парламента, то я не исключаю. Все зависит от количества денег, которые они будут вложить в ее кампанию и в ее команду, в ее поддержке. Как и Дадон, он был никем, пока этот Плохотнюк не снял Усатого из избирательной кампании, он его снял, и все голоса ушли к Дадону, а у него не было даже шансов попасть в парламент. И потом сделал фотографию в дверях с Путиным, и все. И он полетел. Хорошо, а без денег они смогут что-то достичь? Очевидно, что главная задача это прикрыть каналы финансирования. То есть без денег шансы не так велики, насколько я понимаю. Из того, Для них большая проблема в том, что их избиратели, они не идут на выборы без денег. Они не идут на протесты без денег. Они ничего не делают без денег. Потому что это люди, которые, они такие безденежные, будем так сказать. Это бедные слои населения, которые не понимают они доктрины, у них доктрин нету. И они не понимают ничего в политике. Если с ними побеседовать полчаса, то после этого можешь идти и застрелиться. Потому что некоторые не понимают, как они дошли до такого уровня, как они отпустились до такого уровня. Но им дают по 400-500 лет, и они идут на протесты, идут на выборы.
И если они останутся без денег, то им будет очень плохо. И их этот круг возможностей, он сузится, он ограничится очень сильно. Но пока они не могут перекрыть эти источники, каналы, денежные каналы. И вот эти, многие из посольств, они этим и занимались, что они привозили деньги, они передавали деньги. Их нельзя останавливать. Досматривать, да? Досматривать, да. Нельзя досматривать. У них дипломатический иммунитет. И у родственников, и членов семьи тоже, да, жен, мужей. Да. Дом Шалару, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить о вот этом вот, даже не знаю, как его назвать, то ли скандал, то ли очередная точка или повод для напряжения в отношениях между Комратом и Кишиневым. Это инициатива депутата от партии ПАС господина Мариана о том, что НДС для экспортеров будет из зарегистрированных на территории АТО Гагаузии будет возмещаться из регионального бюджета АТО Гагаузии, а не из национального бюджета, как это было до сих пор. И вообще, в целом, о том, как будут выстраиваться взаимоотношения между Комратом и Кишиневым в новых условиях, в новых реалиях. А напомню, новые реалии связаны с тем, что фактически власть в Гагаузии перешла в руки организованной преступной группы. И вообще, как в этих условиях выстраивать так называемый диалог между Комратом и Кишиневым, я предлагаю поговорить с нашим следующим гостем, депутатом парламента от партии ПАС Уазом Антой. Господин Антой, приветствую вас. Добрый день, спасибо за приглашение. Спасибо, что пришли. Знаете, наша же задача разъяснять людям, что происходит. Вот на прошлой неделе было заседание Народного собрания, опять там на повышенных тонах, или даже, по-моему, на этой неделе было, да. На повышенных тонах все говорили. В общем, опять Кишинев обвиняли, требовали, значит, чуть ли не, чтобы председатель парламента пришел на ковер, да, и поговорил с депутатами парламента. Они поставили условия, что он пришел. Как вы вообще относитесь к таким ультимативным заявлениям со стороны и ультимативным требованиям со стороны депутатов Народного собрания? Я отношусь спокойно и сожалею, что депутаты Народного собрания демонстрируют такой низкий уровень политической культуры. Я объясню свои слова. Что значит жить хорошо в Республике Молдова? Если спросить жителя севера, юга или центра, что значит жить хорошо, то все люди скажут приблизительно одно и то же. Нам нужен мир, нам нужна хорошая работа с хорошей зарплатой, нам нужно хорошее образование для наших детей и будущее для детей в Молдове, да, и так далее. То есть все понятно по-человечески. Однако, когда смотришь на заседание Народного собрания, как будто перемещаешься в другой мир. Там идет бесконечная война. Там Кишинев почему-то виноват, не говоря уже о том, что речь идет в первую очередь о президенте страны и правящей партии, в которой я имею честь состоять. И возникает вопрос, а чего хотят добиться народные избранники из Народного собрания таким путем? Путем ультиматумов, путем угроз, в ситуации, когда правящая партия худо-бедно имеет большинство в парламенте, имеет правительство и способна принимать решения в ту или иную сторону. Я никому не угрожаю, но это факт. И когда смотришь на заседание Народного собрания, то больше всего умиляет юридическая неграмотность некоторых уважаемых членов Народного собрания, которые почему-то считают, что они могут обратиться в Европейский суд по правам человека.
То есть они демонстрируют, что не знают абсолютно элементарных вещей про Европейский суд по правам человека, кто туда может обращаться и при каких условиях. И когда депутаты Народного собрания апеллируют к европейскому опыту, то, извините, конечно, за отклонение от канонов академических, мне вспоминается анекдот про Бориса Абрамовича Березовского в бане. Когда ему сказали: Борис Абрамович, вы или трусы оденьте, или крестик снимите. Если вы любите Путина, если вы любите георгиевскую ленточку, если вы одобряете преступления путинского режима против украинского народа, то это ваш выбор. Причем тут европейские ценности? Европейские ценности совершенно не предполагают, что в автономии могут не знать официальный язык страны, бравировать этим и, скажем так, пытаться на этом зарабатывать какой-то капитал. Это европейские ценности не означают, что автономия занимается не внутренними проблемами автономии, а считает, что она может влиять на внешнеполитический курс страны. Не говоря уже о 2 февраля 2014 года, когда была организована политическая провокация под названием референдум. Поэтому, если наши уважаемые сограждане из Народного собрания хотели бы решать реальные проблемы, то, во-первых, они должны отказаться от агрессивной популистской демагогии, на что я считаю, что они на это не способны, потому что это их нутро. Вот я вижу там на экране одного депутата, который учит меня, как называется мой родной язык. Ну там их много. Это вы тут. Да, их много. Там, да. Согласно их логике, в Австрии официальный язык австрийский. Согласно их логике, в Бразилии официальный язык бразильский. Ну, не в Америке говоря, американский, да? В Америке американский, не говоря уже о новозеландском и прочее, прочее. Да, То есть это удивительно безграмотные и агрессивные люди, которые вредят в первую очередь самой автономии и жителям, нашими согражданами из гагаузской автономии. Потому что сейчас цивилизованное человечество озабочено тем, что не знает, как пользоваться искусственным интеллектом и справляться, да? А они нас тянут в какое-то сталинское прошлое, совмещенное с примитивной агрессией, которая ничего не решает. Поэтому я сожалею о том, что в Народном собрании такой уровень, и я констатирую, что этот уровень во вред самой автономии, и этот уровень, эта агрессия делает практически невозможным какой-то реальный диалог. Хорошо, а вот еще один аргумент есть. Его некоторые депутаты озвучивают и в Гагаузии. Его очень активно продвигает партия ШОР, кстати, да. Как бы партия признана неконституционной. Надеюсь, уже парламент примет соответствующий закон, законодательные акты, чтобы мы не делали эти оговорки, да, чтобы она уже окончательно была вне закона. Значит, о том, что таким образом Кишинев наказывает Гагаузию за выбор, сделанный на выборах Башкана. Что вы ответите им по этому поводу? Я имею в виду вот этот вот закон с НДС, извините, да, уточню. Нет, я могу только сожалеть, что эта платформа, которая называется рабочая группа, или как она называется, этот проект CMI, да? Да. Он совершенно искусственно уходит от главной проблемы. На мой личный взгляд, это не партийный взгляд и не взгляд президента страны, в рамках этой рабочей группы нужно решить одну единственную проблему. Это размежевание и разграничение полномочий. Но они с самого начала ушли от этого. Нет, с самого начала ушли. Они ушли, и именно это позволяет демагогам кричать до бесконечности, что у нас забирают полномочия. Еще в прошлом созыве парламента, когда я еще входил в эту рабочую группу, я предложил коллегам из Комрата: уважаемые, возьмите лист бумаги, если хотите, я вам его куплю и дам, и напишите на листке бумаги, как вы видите полномочия автономии. И давайте будем обсуждать полномочия. Потому что, когда мне говорят, что
в Гагаузии это не этнокультурная автономия, это политическая автономия. Так напишите, пожалуйста, уважаемые, на листке бумаги, что значит политическая автономия. Это значит, что Ваня Бургуджи будет послан в Брюссель представителем Молдовы в НАТО? Что значит политическая автономия? Где пределы? Это значит, что в гагаузской автономии будет проведен так называемый референдум, и мы откажемся от европейского вектора развития Молдовы? Что значит политическая автономия? Я вот этого не могу понять. Напишите на бумаге, уважаемые. Хватит орать на митингах и на заседании Народного собрания. Потому что это чистой воды популизм и демагогия, которые отвлекают людей от реально существующих проблем как в Республике Молдова, так и в самой автономии. Достаточно вспомнить, какой гиперраздутый бюрократический аппарат в этой автономии, и как депутаты того же Народного собрания кричали, сколько тратит на бензин, на поездки та же Ирина Влах, которая уже видит себя кандидатом в президенты Республики Молдова. 2000 лей в день, по-моему, да? 2000 лей в день тратили. Да, кстати, по моему личному мнению, если бы Ирину Влах пропустили бы через детектор лжи, то этот детектор лжи сломался. Потому что он не умеет измерять такой уровень лжи. Но это мое личное мнение. Можете передать его Ирине Влах. Ну, я думаю, что она нас, да, она сама посмотрит, да. Вопрос по поводу этого закона НДС. И вообще, как бы, в таком подходе, который, судя по этой инициативе, избрал Кишинев. Насколько Кишинев, или в данном случае руководство страны, которое целиком и полностью возглавляется партией ПАС, готова идти до конца по этому пути. То есть, как бы, мы видели заявление представителя парламента о том, что это бандформирование, которое захватили власть в Гагаузии, вот этот НДС. Я, например, опять же, это мое личное мнение, я полагаю, я это рассматриваю так, как Кишинев не хочет давать бандформирования какие-то лишние ресурсы, которыми бандформирования могут пользоваться здесь для развития своей политической деятельности. Вот такой подход. Насколько руководство Кишинева сейчас готово идти, как далеко руководство Кишинева готово идти с таким подходом? Я сразу скажу, что вы наверняка не правы. Речь не идет о том, чтобы кого-то наказывать, что-то урезать и так далее. НДС – это очень специфический налог. Центральная власть не посягает на остальные налоги, которые собираются и остаются, в отличие от других регионов Молдовы, в гагаузской автономии. А именно речь идет о НДС. Потому что если вы собираете этот налог, и речь идет о возмещении, тогда вот вы его и возмещаете. Речь идет о элементарном принципе справедливости. И здесь я хочу уточнить, что когда наблюдаешь за заседанием Народного собрания, то уважаемый член Народного собрания слегка передергивает, когда кричат о том, что в гагаузской автономии самая маленькая средняя зарплата. А мы про это не говорим. Мы говорим про то, что бюджет автономии, исходя из на душу населения, самый большой в Республике Молдова. А то, что в гагаузской автономии маленькая средняя зарплата, то это ваша ответственность и ваша вина за то, что на протяжении почти 30 лет существования автономии вы не сумели поднять экономику автономии до общенационального уровня. Поэтому я повторюсь. Да, если внимательно прочесть закон от 23 декабря 1994 года, то мы можем констатировать с прискорбием, что статья о том, что взаимоотношения бюджетные между автономией и центром осуществляются на основе каких-то фиксированных выплат, она с самого начала не выполнялась и никогда не выполняется. Поэтому я повторяю, остается открытым вопрос, что такое гагаузская автономия, зачем она существует и какие ее полномочия. Если гагаузская автономия – это инструмент организованной преступной группировки, которая по заказу Кремля дестабилизирует ситуацию в Молдове, то это одна песня. А если гагаузская автономия – это инструмент для сохранения, развития идентичности гагаузского народа, сохранения, развития языка
и участия полноценного в жизни молдавского государства, то это совсем другой подход. И в Народном собрании я не вижу людей, но не буду там упоминать конкретные исключения, там возможные, да, с которыми можно обсуждать именно такой вот цивилизованный подход. Это люди, которые сознательно или несознательно, но идут по пути антагонизации, автономии центральной власти. Мы враги, и при этом они не хотят ответить на один фундаментальный вопрос. А что дает гагаузская автономия Республики Молдова? Только, пожалуйста, не утомляйте меня этим бредом, что это якорь государственности и так далее, и так далее. Потому что я осмелюсь заявить, что... Уже якорь перемен, господин Анатолий, уже якорь перемен, извините. Да. Якорь перемен, да, ну, хорошо. Русский язык... Но все равно якорь, так что все нормально. Да. Да. Русский язык богатый, и мы можем иронизировать по поводу всего и вся, но я повторяю, на основе вот этого кликушества, демагогии и примитивной агрессии никто ничего не выиграет. И Кишиневу это не надо, нам это не надо. По той простой причине, что нам нужно спокойное развитие страны, нам нужно решать фундаментальную проблему в условиях рисков, связанных с войной в Украине, как перейти к экономическому росту. Потому что без экономического роста мы не остановим ни исход молодежи, не обеспечим повышение уровня жизни и тех же клятых пенсий, тех же зарплат и так далее, и так далее. И обеспечить безопасность. Самое главное, безопасность, да. Поэтому я говорю, то, что наблюдаем в Народном собрании, это прискорбно в ситуации, когда я абсолютно уверен, что в гагаузской автономии есть люди, которые совсем по-другому думают, совсем по-другому воспринимают отношение Камрата и Кишинева и совсем по-другому относятся к перспективе европейской интеграции Республики Молдова. Как вы думаете, проект закона, предложенный Раду Марианом, будет принят в первом чтении на этой неделе? Да, почему нет? А во втором чтении? Ну, первое чтение, потом пройдут публичные слушания, как это по-русски называется, в которых могут принять участие и представители автономии при условии, что будут вести себя цивилизованно и непонятно на каком языке они будут принимать участие в этих дебатах, потому что, извините, незнание официального языка страны не предусматривает каких-то специальных прав. Если они из своего кармана оплатят переводчика и придут на эти слушания, ну что ж, это их выбор. Но, повторяю, это будет абсолютно транспарентный процесс, стандартный процесс, и только не надо нас пугать и шантажировать, потому что потом будет стыдно. Господин Антон, еще один момент, который хотел бы с вами обсудить, вот это из последнего заседания Народного собрания, там было такое выражение, господин Караджа, депутат от Бежгеза, ВДВшник, да, там, нет, он не ВДВ, он летчик, извините, да, летчик, не знаю. Значит, он то ли предостерег, то ли не знаю что, выронил такую фразу, как бы, ребята, особо тут не это самое, сейчас нет в Болграде не те, кто были тогда, имея в виду в 90-е годы, да, а как бы, я бы просто хотел с вами, попросить вас прокомментировать именно это заявление и как вы его расцениваете. Ну, давайте для начала посмотрим, для того, чтобы наши зрители понимали, о чем идет речь. Коллеги. Почему они это делают? Потому что знают, что сегодня все поменялось. Все поменялось, это не 90-е и не 2000-е годы. Я вам говорил сколько раз. Нет в Болграде тех, кто было, нет остальных, и посмотрите, что кругом творится. Поэтому подставлять народ мы не будем, но мы должны действовать. И не 90-е, нет в Болграде того, что было, и подставлять народ мы не будем. Как вы думаете, что он имел в виду? Это достаточно спекулятивная ситуация, которую каждый интерпретирует в меру своей испорченности. Я прокомментирую в меру своей испорченности, будучи румынским нациком, да. Но я считаю, что это, как говорят, оговорка по Фрейду. Господин Караджа
хотел сказать следующее, что если бы сегодня в Болграде была та воздушно-десантная дивизия, которая в 90-м году раздавала оружие гагаузам, мы бы показали этим молдаванам. Но так как этой дивизии нет, поэтому давайте притворимся, что мы другие. Ключевое слово в данном случае «притворимся». И на основе такой аргументации и рассчитывать на диалог, на взаимное уважение. Да, на взаимное уважение – это когда депутаты Народного собрания на митингах кричат про желтую заразу, про то, что нас воспитывали в коридорах спецслужб, и не говоря уже о том позорном митинге, который я всегда буду напоминать, 13 ноября 2020 года, на котором построили 21 примара из гагаузской автономии, и звучала песня гнилой фашистской нечисти «Залепим пулю в лоб», имея в виду Майю Санду и ее сторонников. Поэтому эта оговорка по Фрейду говорит о том, что нам еще очень много надо работать с тем, чтобы на первый план вышли действительно реальные проблемы наших сограждан из гагаузской автономии, а не вот эта демагогия трехкопеечная, которая используется для того, чтобы манипулировать людьми, не говоря уже о циничном, примитивном подкупе избирателей. Если это демократия, тогда, извините, я не понимаю, куда мы плывем. Вот еще один, наверное, последний вопрос. Мы из Гагаузии всегда слышим претензии к руководству страны, особенно к руководству партии ПАС, да, что вот отбираете, не защищаете и так далее и тому подобное. Но мы не слышим никаких претензий к депутатам парламента Республики Молдова, этническим гагаузам, которых целых 3 человека в парламенте, да, чтобы они там, не знаю, подняли вопрос, защитили и так далее. Как вы думаете, с чем это связано? Или гагаузы не видят этнических гагаузов в парламенте своими представителями? Я выскажу свою личную точку зрения. Да, конечно. Мы все и в парламенте, и за пределами парламента, в первую очередь, граждане Республики Молдова. Ну, да. И я повторюсь, наверное, но у нас во фракции никто никого не спрашивал этническую принадлежность. Да? Есть рабочий язык румынский, а все остальное это личное дело каждого депутата или гражданина. И тот факт, что... Нет, почему? Господин Федор Гагауз, он достаточно последовательно выходит с какими-то инициативами. Другое дело, что эти инициативы не находят поддержки. Создается впечатление, что он старается просто продемонстрировать, что он не забывает про гагаузскую автономию, не особо рассчитывая на то, что его предложения будут проголосованы большинством. Но это всего лишь говорит о том, что, я повторюсь, гагаузская автономия это в первую очередь должна быть ориентирована на решение проблем автономии. А в парламенте Республики Молдова решаются проблемы всей страны. Поэтому здесь не важно, кто откуда избран и кем он себя считает. Господин Антой, благодарю за то, что пришли и прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Всего вам хорошего. Надеюсь, прохлада придет и на юг. Мы на это тоже надеемся. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить о ситуации, которую мы наблюдаем в Беларуси, и каких-то намеках непонятных, то ли тонких, то ли толстых Лукашенко на то, что якобы Вагнер может пойти с туристической повесткой, как он выразился, в Варшаву. И в целом о позиции международных партнеров, поддерживающих Украину в этой несправедливой войне против России. Об этом я предлагаю поговорить с нашим гостем из Киева, Дмитро Левусь, политолог, политический комментатор. Дмитро, приветствую. Да, витаю.
Дмитров, ну, в общем, несколько... Хотелось бы попросить тебя прокомментировать, как это видится из Киева вообще, что происходит. Как бы я попытаюсь обозначить. Да, вот мы, с одной стороны, видим вот эту вот протокольную съемку Лукашенко и Путина, где Лукашенко опять там фантазирует или не фантазирует, или угрожает. Понятное дело, что это не случайно, это протокольная съемка, они сознательно сделали это, да, то есть как бы с какой-то конкретной целью, о том, что якобы Вагнер, который сейчас находится в Беларуси, там чуть ли не 5000 бойцов, там готов, хочет и стремится пойти там на Жешув, да, якобы, да, и на Варшаву. И вот мы все больше и больше слышим такую тональность, читаем такую тональность в зарубежной прессе, которая намекает на то, что вот якобы контрнаступление Украины, которое так все ждали, не идет так, как его, не дает тех результатов, которые ожидали, и как бы с намеком на то, что якобы нужно уже там готовиться к переговорам. Ну давай по порядку, да, вот это вот появление Лукашенко с Путиным по поводу возможного, якобы он не может удержать порыв Вагнера пойти на Жешув. Как ты это расцениваешь? Ну, непосредственно то, что говорит Лукашенко о том, как рвется в бой Вагнер, чтобы пойти на Варшаву или на Ряшев, да, по-украински, кстати, Ряшев, Жешув, то это, ну, достаточно смешно по одной простой причине. Да. То есть абсолютно ж понятно, что это как в бою добыть Варшаву или Ряшев они не в состоянии. Они уже на них шли, да, только на пути Бахмут повстречался, который они проходили на протяжении там, полугода. Именно Вагнер в усиленном составе. Сейчас, когда Вагнер представляет из себя то, что это было изначально, вот этот армейский спецназ, который просто чисто формально не относится к государству и предназначен в основном к гибридным действиям, то понятно, что результат похода на Ряшев или Варшаву будет соответствующий. Скорее, тем не менее, не стоит недооценивать вот эти слова Лукашенко, слова Путина. Это, да, это запугивание, вернее так, ну, понятно, что запугивание, да, то есть это попытка психологического влияния и на НАТО, и на Украину в первую очередь. Действительно, что такое Вагнер? Да? Вагнер – это вот армейский спецназ, который предназначен для таких, ну, таких дел, где Россия хочет откреститься от них. Почему вот этот вот и непонятный статус частной военной компании распух, как печень после выпивки у алкоголика Вагнер, только для выполнения специальных задач в Украине во время вот, так называемой специальной военной операции, на самом деле войны. То есть поэтому и были приданы все эти силы и танки, и живая сила в виде зэков, и возможность вербовать кого они захотят. А так вот сердцевина, ядро, оно все время предназначалось для таких деликатных или наоборот неделикатных операций. Так они и воевали и в Африке, и в Сирии. Да, они боеспособны, но они все равно это совершенно другой инструмент. И вот сейчас то, что они пребывают в Беларуси, которая тоже сама по себе в таком интересном статусе вассала Российской Федерации, и при этом, как сам Лукашенко так позорно говорит о своей стране в терминах российских военных, нависающий белорусский балкон. То есть это вот как раз и такой достаточно, ну, как по мне, такой характерный знак, да, то есть есть Вагнер, инструмент, который нужно как-то использовать. Есть тупиковая абсолютно ситуация для России с ведением войны. Есть ядерное оружие в Беларуси, которое Лукашенко
по какой-то причине называет вообще, можно подумать, что это его ядерное оружие, да, хотя на самом деле понятно, что оно к нему имеет очень мало отношения, несмотря на то, что самолеты Су-24 белорусских военно-воздушных сил переделаны для того, чтобы нести ракеты с ним. Но и вот есть тупик, из которого надо выходить. А как из него выходить? Ну, для начала проводить эту информационно-психологическую операцию, да, пугать всех. Вот, смотрите, держите меня 7, мы сейчас, Уткин сейчас вместе с Пригожиным, как выпрыгнут, как выскочат и пойдут клочки по всей Польше, да, то есть понятно, что это выглядит достаточно, ну, как, если не смешно, то забавно, но объективно вот такие действия для Советского Союза, они были характерны. Тут и был такой советский фильм, назывался «Государственная граница». Там, по-моему, второй фильм, если не ошибаюсь, как раз про действия, ну там как там советские пограничники отбивались от непонятных савенковских банд в западной, ну, не в западной, в Беларуси просто, да. А тут вот такая же непонятная структура с непонятным статусом, одновременно с границей, которую русские пытаются кошмарить уже очень долго, с 2021 года, с 2020, когда создавались вот эти кризисы этих мигрантские, да, то есть, ну, сознательное давление. Помимо Польши есть еще две другие страны НАТО, с которыми Беларусь граничит, это Латвия и Литва. Литва, кстати, очень принципиальную позицию. И есть вот, но, как по мне, это не обязательно говорит о том, что провокации будут против Беларуси, против Польши, Латвии или Литвы. Вот это вот указание на Ряшев, про которые они, как раз Лукашенко-то конкретно и говорит, у которого, кстати, в Украине ему присвоено Зеленским звание «Город-спаситель», «Місто рятівник». Почему? Потому что там действительно хаб идет, да, через него идет оружие, Лукашенко об этом говорит. Так вот это вот как раз говорит о том, что устремление это понятно, перерезать пути снабжения Украины. И тут уже встает вопрос, каким образом это будет сделано. Вагнер может начать действовать против Украины на Волыне, в Ровенской области. И тем более, что с идеологической точки зрения, например, в 2021, по-моему, году Лукашенко, он начал возвращаться к советским мифам. И был такой советский миф «Золотый вересень», да, или там «Золотой вересень» по-белорусски, «Золотой сентябрь», про 17 сентября 1939 года, когда обратились, ну, когда Советский Союз якобы спас западных белорусов и западных украинцев из-под панской Польши, которая тогда разваливалась под ударами немецких нацистов, ну, то есть реально ударив в спину Польши. И после этого понятно, что начало происходить в Западной Украине, Западной Беларуси. Репрессии, коллективизации и все остальные прелести депортации, все, что мы чудесно знаем. Так вот, вот это вот лукашенковские, там же была еще дальше фраза, вот они начинают раскручивать эту мысль о том, что вот мы вынуждены будем прийти на помощь Западной Украине, поскольку Польша якобы хочет ее захватить. И вот я думаю, что вот тут угроза гораздо более сильная. То есть то, что Вагнер будет применяться с территории Беларуси против Украины непосредственно или в рамках вот этой вот мифологической операции по спасению Западной Украины от оккупации Польши, или, ну, а на самом деле в рамках хаоса и попытки перерезать пути поставок оружия из стран НАТО. Вот это, я думаю, гораздо большая, более сильная угроза. А вот с этой точки зрения, тогда все, что мы наблюдали с так называемым переворотом Пригожина, да, бунт Пригожина, то есть неудавшимся переворотом Пригожина, не было ли это отвлекающим маневром для того, чтобы перевести Вагнер в Беларусь и таким образом создать дополнительную точку напряжения? Не, я думаю, что это слишком сильно было бы для того, чтобы это сделать. Знаете, это для чего это тогда бы уже выглядело, вот как Путин всех переиграл, вот это сторонники,
как это, конспирологии, да, конечно, могут тут находить. Я думаю, что это как раз наоборот сценарий, который возникает по ходу пьесы. Да, то есть бунт был абсолютно реален, он был абсолютно логичен. Да, то есть он же не был бунт непосредственно за власть, мы на эту тему уже говорили, да, то есть это был бунт, ну, недовольной одной из башен Кремля и недовольной одной из вот этих сфер влияния, поделить сферы влияния, как-то возвысить свое значение, да, это оно, да, оно было реально. А то, что и опять же, да, то, что Вагнер никто не разгромил, а его увел в Беларуси, тут Москва же все время ищет такие нестандартные точки давления на Запад и для изменения ситуации. Вот, например, в прошлом году, в мае месяце, ну, мы же на полном серьезе тоже обсуждали, что, возможно, Молдова будет выбрана такой точкой для создания еще одной зоны нестабильности, когда стало понятно, что до Приднестровья российские войска не дойдут, но, тем не менее, почему бы так не сделать? И поэтому, когда так уже все получилось, сложилось решение, и более того, почему тут сложилось решение еще и для того, чтобы где-то и Лукашенко немножко подъесть, да, повлиять на него. Все-таки это новый, то есть Вагнер сохраняет лояльность России в первую очередь и Путину. Ну да, с этой точки зрения это очень выгодная такая конструкция. Да. Лукашенко поэтому опять вроде как бы ни при чем, а тут как бы вот Вагнер, который частная военная компания, мы что, мы просто предоставили... Ну, то, что это не выстава, не постановка была, это однозначно, но то, что вот сейчас ситуация поменялась, они ее используют, это точно. Ну, я повторюсь, я, по-моему, говорил такое, что для Лукашенко эта история, с одной стороны, они сейчас его вроде тренируют его армию, территориальные войска, вот вроде слух прошел про то, что и силы специальных операций тоже с ним, делятся они с ними опытом, но с другой стороны, они их подпирают тоже. И тут, скажем так, одно дело, когда гибридно покусывать страны НАТО, а другое дело, когда они могут, допустим, ну, не полномасштабно начать действовать против Украины, и втягивание Беларуси, я думаю, что на данный момент для России вот именно, да, как вот все смахнуть со стола, да, ну, почему нет, оно тоже рассматривается до сих пор, и более того, даже, наверное, стало важнее. Хорошо, а вот позиция Запада, да, то есть вот эти вот публикации, которые появляются в американских изданиях, да, которые там, не знаю, сливы, с одной стороны, там беседы с высокопоставленными американскими чиновниками, европейскими чиновниками. Вот это вот демонстрирующееся, там, не знаю, недовольство результатами, что как бы результаты контрнаступления не такие уж, скажем так, которых ожидали, но с другой стороны, как бы не предоставили все необходимое вооружение для того, чтобы это контрнаступление было более эффективным, более стремительным, да, то есть, хотя эффективно оно или нет, это не нам судить, это уже пускай военные говорят. С другой стороны, предоставили слишком много времени России для того, чтобы она успела окопаться и заминировать все эти поля, которые там на некоторых участках от 4 до 16 километров в глубину, да, то есть они заминировали все эти поля, что, очевидно, затрудняет продвижение украинских войск. Вот это что? Как ты это объясняешь? Как ты это можешь прокомментировать? Запад устал или они там... Зачем это все необходимо? Потому что мы видим по опросам, что как бы в той же Америке там больше 50%, больше 60% людей поддерживают политику Байдена, направленную на поддержку Украине, да, и требуют передачи необходимого вооружения для того, чтобы Украина добилась своих целей. Ну, я думаю, как раз, что тут тоже пока что рано говорить о том, что Запад устал, да, то есть есть такие настроения, и понятно, на чем они основаны, на том, что вот, желание сохранить Россию, там, чтобы с ней потом разговаривать, да, ну, то есть, ну, не готов мир воспринять мир так, что вот не будет России, да, то есть угроза поражения, она очевидна, и даже те, кто говорит о том, что невозможно победить
это, кстати, в таких интеллектуальных кругах Запада больше распространено. В политических все-таки, ну вот прямо сейчас объявлено, да, еще один пакет поддержки со стороны, помощи со стороны Соединенных Штатов. Да, там нету тех вещей, которые бы могли кардинально повлиять. Это Ну, нету превосходства в воздухе, да, то есть как бы то, Да, что нету необходимо превосходства. сейчас. Нету ракет «Атакамс» для того, чтобы, ну вот, скажем так, да, мы даже сейчас что видим, что на самом деле Украина, воздействуя на дальние тылы, на логистику и склады российские, размягчает эту оборону, и она, да, и все равно продвигается, да, продвижение идет, несмотря ни на что. Да, то есть при этом, кстати, не имея превосходства в живой силе, и не имея, да, никакого господства в воздухе. Да, то есть, ну, скажем так, тут, конечно же, не кино про 41 год, когда там немецкие мессершмитты и юнкерсы летают над головами, да, то есть они тоже очень опасаются летать по одной простой причине, что насыщенность непосредственно средствами ПВО, которые вот в окопах, да, переносными зенитно-ракетными комплексами, очень высокая. И вот, ну вот вчера, да, был сбит К-52, да, который по русским этим всем несбиваемый якобы, да, то есть это, ну, как для примера. То есть тут нельзя говорить, что все так вот настолько неуспешно, но однозначно помощь необходима. Я думаю, причина тоже вот в том же, о чем я и говорю, о том, что есть, видимо, какие-то иллюзии того, что это там красная линия какая-то, да, то есть что вот после передачи такого вооружения с Россией будет потом тяжелее разговаривать. Но, тем не менее, я думаю, что все равно все к этому придет по одной простой причине, что таких красных линий, якобы, их было несколько. И мы начинали с чего? С того, что у нас нам еле передавали ПЗРК, ПТРК, потом появилась артиллерия, потом, да, потом танки и боевые машины пехоты, вот Брэдли. И все это насыщение идет. Я думаю, ну, единственный момент, что да, действительно, это вот теперь разрывы между этими поставками, ну, то есть, точнее, качественными прорывами в помощи, они действительно увеличились. И увеличились очень значительно. Я не думаю, что сейчас там действительно произошла усталость какая-то, да, там появилась. Почему? Потому что, кстати, кроме американской прессы, например, в немецкой прессе появляются там вообще публикации с критикой того, как происходит наступление. Хотя, например, абсолютно логично, что реакция в украинских экспертных кругах, военных, но она такая достаточно ироничная. Почему? Потому что, ну, пусть Германия расскажет, когда последний раз она проводила такую полноценную военную операцию. Мы не говорим о миротворческих, да, а вот, наверное, оборона Берлина 1945 года. Да, то есть вот это, можно говорить о таких вещах. Хотя я думаю, что на самом деле некоторые из этих публикаций, они объясняются тем, что, ну, идет вот борьба, да, предоставлять дальше помощь или не предоставлять. То есть, несмотря на то, что политическое решение принято, несмотря на то, что помощь продолжает сохраняться и свидетельств о том, что от нее отказываются, нету, но вот ограниченность сохраняется, и сторонники отказа от этой помощи по разным причинам. Ну, кто-то просто там банально российская агентура, да, то есть такое тоже может быть, или там агенты впливу, которые, да, там сотрудничают с Россией, кто-то, ну, действительно, ну, я не знаю, там, любит Достоевского, да, великую русскую культуру, кто-то там с бизнесом связан, а кто-то, ну, просто, да, вот ну, в этих иллюзиях, а кто-то с моральной точки зрения, ну, вот как Стефан Цвейг говорил, вот у него есть цикл, повесть называется, по-моему, «Нетерпение сердца», да, просто легче забыть, да, давайте заморозим этот конфликт и наплевать на миллионы людей, которые в оккупации, наплевать на десятки тысяч тех гражданских, которые русские задержали просто так и в тюрьмы кинули без всякого статуса.
наплевать на тысячи военных, которые в плену, и десятки тысяч, даже сотни тысяч депортированных детей. Да? То есть вот, ну вот так. Почему? Потому что ну, оно как-то удобнее. Тогда, мол, войны не будет, будет безопаснее. Вот. И вот в связи с этим вот комплексом происходит, мы что видим? Попытка сформировать мнение, что у Украины ничего не получается. Хотя на самом деле это однозначно неправда. Свидетельством тому взрывы регулярные теперь, каждодневные в Крыму, на военных базах, на складах, и работа по тылам вот непосредственно уже в Херсонской области тоже. Дмитро, я благодарю, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «На свободу». Не забывайте подписываться на нас и делиться этим видео. Увидимся на следующей неделе во вторник в это же время. До свидания.